В этой сцене фильма «Рядовой Чаярин» режиссера Дмитрия Кольцова после изнурительной снайперской дуэли немец покидает укрытие, чтобы своими глазами увидеть поверженного противника. Гитлеровец убежден, что сразил советского стрелка, но оказывается, это ловушка. Такой прием в ходе дуэлей против гитлеровских асов не раз использовал гвардии старший сержант Иван Кульбертинов, эвенкийский снайпер 2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии. С 1943 по 1945 год Кульбертинов сразил 487 фашистов, преимущественно из офицерского состава. Имя меткого стрелка Ивана Кульбертинова для вермахта было синонимом смертельной угрозы. Невидимой, а оттого еще более страшной. Осенью 1944 года в освобожденном городе Мукачево советские солдаты обнаружили надпись на немецком «Ахтунг, Кульберт!» «Осторожно, Кульберт!». Попадались и такие предупреждения: «Осторожно, сибирская сова!» Так командование призывало офицеров быть бдительнее, потому что за ними охотится выдающийся ас. Эвенкийский снайпер Кульбертинов отличался совершенно фантастической меткостью. И, конечно, представить себе не мог, что роковым для него станет выстрел мимо цели. Что же произошло? И почему легендарный Кульбертинов промахнулся? Пока помощь не нужна, оставайтесь на позиции. Это видео, снятое с помощью тепловизора, опубликовал телеграм-канал «Русская весна» с пояснением. Якутский снайпер подловил и одним выстрелом ликвидировал сразу 2 иностранных наемников. Это кажется невероятным, но подобные успехи меткие стрелки, уроженцы Таежного края, демонстрировали и в годы Великой Отечественной. Снайпер Иван Кульбертинов даже установил своего рода рекорд. Это случилось в районе города Прилуки в сентябре 1943 года. Немцы, как это дисциплинированные люди, завтракают, обедают, ужинают одно и то же время. Немецкая педантичность, да? И вот он заметил такую системность, скажем так, когда они за водой идут, они втроем все время идут и спускаются одно и то же время утром. Рядовые вермахта, которых отправляли за водой, казалось бы, не представляли интереса для знаменитого снайпера. Но Иван вспомнил листовку. Листовка – памятка снайперу. Снайпер обязан не только уничтожать живую силу противника, но и меткой стрельбой парализовать организацию врагом текущей боевой работы. Для этого уничтожь его офицеров. Устрой ежечасную охоту на его разведчиков, наблюдателей, связистов, артиллерийских корректировщиков. Конечная цель снайпера – страх. Появляйся там, где тебя не ждут. Запомни, противник должен бояться. Кульбертинов решил посеять панику среди врага, а для этого использовать особенность поведения немецких водоносов. Когда реки они подходят, на ровном месте, если ровно, идут втроем. И как-то они выходят на одну линию. И он с этой стороны приготовился по времени, все это четко. И одним выстрелом через горло, или как, одним выстрелом снял 3. Иван Кульбертинов родился в семье бедного охотника Ивенка. Родители рано умерли, и заботу о 4 детях взял на себя дедушка. Он доверил Ване охотничье ружье, когда мальчику было 6 лет. Будущий легендарный снайпер был невысоким и щуплым, а потому, скорее в шутку, дед называл внука Бусха, что в переводе с эвенкийского означает «могучий». Однако со временем Иван стал оправдывать прозвище.
Да, он был небольшого роста, ну, где-то метр, 60, наверное, будет. Сам по себе от природы, да, был таким ловким и сильным, да. Учиться Ивану не довелось. Семья круглый год кочевала по тайге, занимаясь охотой. Но однажды и до них долетело тревожное известие – война. Брат Николай отправился на фронт, а вскоре пришла похоронка. Иван простился с родными и через неделю явился на призывной пункт в Алекминске. 280 километров сплавлялся по рекам, на лодке и плотах шел через тайгу. Заявил: «Зверя в глаз бью, хочу фашистов бить». Это очень серьезная мотивация для Эвенка с их общинным, семейным практически укладом, очень прочным. И плюс обостренное чувство справедливости, которое тоже у этих народов присутствовало. Боевое крещение Кульбертинов получил осенью 1942 года в жестоком бою вблизи Демянска. После артподготовки немцы пошли в атаку. Совсем рядом грохнула мина. Страх и оцепенение сменились яростью. Кульбертинов схватил винтовку и, меняя позицию, начал прицельно стрелять. Когда все поднимались в атаку, Иван Николаевич говорил, чтобы остаться живым, я всегда уходил в сторону от общего числа бежавших. Да. И шел, передвигаясь, и успевал делать выстрел. Оказавшись сбоку и немного в стороне от остальных, Иван из своей винтовки расстрелял по цепи врагов все патроны. Оглянувшись, заметил, что пулеметчик тяжело ранен. Подобрав его, Дегтярева открыл огонь по наступающим немцам короткими очередями. Вражеская атака была отбита. Командиры, обратив внимание на действия новобранцев, вспомнили про телеграмму управления запасных частей, которая рекомендовала обучать якутов, как отличных охотников, разведке и снайперскому делу. Один снайпер, он мог держать, буквально в страхе, мог положить целыми батальонами в землю, заставить залечь их. Уже в новом качестве Кульбертинов вернулся на фронт в конце февраля 1943 года, когда шли тяжелые бои под Старой Руссой. Во 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с нетерпением ждали меткого стрелка. Кульбертинову сразу поставили задачу – ликвидировать немецкого корректировщика. Иван искал его 2 суток. На 3-й, наконец, обнаружил и, выбрав удобную позицию, снял, как он сам говорил, немца в плаще. Всех поразила не только меткость стрелка из Якутии, но и особая манера – выстрел в горло. Снайперский почерк. Соболя, если голову стрельнешь, там шкуру снимать тяжелее, потому что голова с древесга ушла. Ага. Поэтому его стараешься выстрелить в горло. Тогда пуля уходит и конкретно, и поэтому шкура сохраняется целости и сохранности. 24 апреля дивизия, в которой служил Кульбертинов, была переброшена в район поселка Косторное Курской области, откуда выдвинулась в район Панырей. Бойцы 7-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка, в котором воевал Кульбертинов, оказали упорное сопротивление. От взрывов, бомб, снарядов и мин дрожала земля. После артподготовки на советские позиции двинулись немецкие танки. Один прогрохотал прямо над окопом, в котором оборудовал позицию Кульбертинов. Земля посыпалась ему на плечи, но едва танк миновал окоп, Иван выпрямился и метнул гранату. Танк замер на месте. Кульбертинов начал методично расстреливать наступающую за танком пехоту по охотничьей привычке, считая: есть одна штука. Гвардии сержант Кульбертинов Иван Николаевич истребил до 20 гитлеровцев и уничтожил пулеметный расчет. Приказом номер 5/Н от 18 июля 1943 года он был награжден медалью за отвагу. В середине сентября 1943 года начались бои за освобождение Чернигова. Кульбертинову поставили задачу создать панические настроения среди гитлеровцев.
Иван решил действовать под покровом темноты, что было очень необычно для снайперов. Немцы, например, очень часто использовали осветительные ракеты, да? Иван Николаевич успевал сделать для себя заметки, и уже потом в кромешной тьме он мог свободно ориентироваться на территории, занять выгодную позицию до следующей осветительной ракеты, замаскироваться правильно и потом уже ждать. И каждая ошибка противника, она стоила им жизни. После того, как 21 сентября Чернигов был освобожден, в кармане убитого эсэсовца нашли неотправленное письмо с признанием. Большие потери несем от русского снайпера. Он преследует нас на каждом шагу, не дает поднять нам головы. Малейшая неосторожность, и сразу получишь пулю. Из числа убитых и раненых в моем батальоне большая часть пала от выстрелов какого-то азиата. Сидим без воды и пищи, нет возможности выйти из блиндажа. Но гитлеровцы совсем не были беззащитными мишенями. На той стороне тоже работали высококлассные стрелки. Как-то Кульбертинова командировали на соседний участок фронта. Этот немецкий снайпер прямо-таки замучил нас. Иван, надо его уничтожить. Давай, принимай меры. Кульбертинов попросил вырыть для него окоп немного в стороне. Заняв позицию, сделал пробный выстрел. Тишина. Начал подниматься, как вдруг мочку уха прошила пуля. Кульбертинов упал назад в окоп и произнес, обращаясь к снайперу-невидимке: «Не умеешь – не берись». Иван был уверен, сам он, обнаружив врага, не промахнулся бы. Но недооценивать противника не стоило. Когда Кульбертинов на саперной лопатке приподнял каску, ее тут же пробила пуля. Иван был доволен, он хотя бы примерно засек направление выстрела. До того никто не мог определить, откуда работает немецкий ас. Теперь надо было ждать. Кульбертинов, как опытный охотник, знал, на восходе солнца от выстрела обязательно остается едва заметное дымовое облачко. Так и случилось. Эвенк дождался зари и вновь на мгновение поднял каску над окопом. Тут же услышал выстрел и заметил в густой кроне дерева дымовое колечко. Оно стало для немецкого снайпера роковым. Кульбертинов был дивизионным снайпером. Такие специалисты имели большую долю самостоятельности в своей работе и выполняли приказы непосредственно командира дивизии. Ивана направляли на самые сложные участки. Да, он был известен. Но это была нормальная практика, когда группы снайперов, пары снайперов передавали для решения каких-то. То есть были, вот как их называли, снайперы-гастролеры. Осенью 1943 года 2-я гвардейская воздушно-десантная дивизия в составе 1-го Украинского фронта участвовала в форсировании Днепра в районе колхоза «Красный Октябрь» севернее Киева. Кульбертинов под покровом темноты в числе первых переплыл реку верхом на доске. Немцы открыли огонь по десантникам, когда те были уже вблизи западного берега. Стреляя на плаву, советские бойцы достигли суши и залегли на узкой кромке берега. Немецкий пулемет прижимал их к земле. Иван заметил кусты, откуда сверкали вспышки очередей, и заставил пулемет замолчать. А в это время из-за реки прямой наводкой стали бить наши артиллеристы. Сразу после артподготовки десантники поднялись в атаку. Ворвались в траншеи на обрывистом берегу. Иван Кульбертинов прицельно бил из снайперской винтовки по отступающим фашистам. Снайперу всегда найдется работа. Не только там поразить офицера противника, да? Ну и пулеметчика, и наблюдателя, если, значит, где-то он его заметит, скажем, корректировщик артиллерийского огня. Форсирование Днепра продолжалось. Вскоре весь батальон успешно переправился и закрепился на правом берегу. Но едва занялся рассвет, появились самолеты Люфтваффе. Первая волна бомбардировщиков обрушила свой груз на наши передовые части, на переправы через Днепр, которые строили для танков саперы. Начался жестокий артиллерийский и минометный обстрел. В воздухе ревели моторы немецких самолетов, непрерывно рвались бомбы и снаряды.
И вдруг все стихло. Перед батальоном показались первые вражеские танки, а за ними автоматчики. Кульбертинов издали заметил в цепи немецкого офицера. Тот бежал, не сгибаясь, и что-то кричал. Снайпер плавно нажал на спусковой крючок. Офицер по инерции сделал еще пару шагов и головой уткнулся в землю. Принимая участие в боях за удержание и расширение плацдарма на правом берегу реки Днепр, гвардии сержант товарищ Кульбертинов И.Н. уничтожил 59 солдат и офицеров противника. 8 октября 1943 года, когда продвижению наших войск мешал огонь 3 пулеметов противника, он выдвинулся вперед и уничтожил расчеты этих пулеметов, обеспечив тем самым дальнейшее продвижение без потерь. В момент ожесточенных боев под деревней Медвин при ликвидации прорыва противника к переправе товарищ Кульбертинов менял свою снайперскую винтовку на автомат и первым поднимался в атаку с возгласом «За нашу Родину», увлекая своим примером остальных бойцов подразделения. Достоин правительственной награды Ордена Красного Знамени. В этом эпизоде художественного фильма «Рядовой Чаярин» воссоздана реальная история. В боях в районе города Корсунь-Шевченковский в 1944 году опытный немецкий снайпер простреливал подход к нашим окопам. Стало трудно доставлять боеприпасы. Днем, замаскировавшись, Кульбертинов изучил местность и решил, что противник может находиться только за небольшим бугорком. Ночью Иван бесшумно прополз на нейтральную полосу и укрылся в редком кустарнике. Когда рассвело, через окуляр прицела увидел торчащий из укрытия ствол винтовки. Сам немецкий снайпер был недосягаем. Тогда Кульбертинов достал зеркальце и пустил солнечный зайчик. Блик был буквально мельком. Если немецкий снайпер увидит, что бликует постоянно, он поймет, это ловушка. А блик мельком – это уже, значит, он решит, что он засек оптику противника. Немецкий ас тут же отреагировал на приманку. Развернулся на блик и на мгновение показался из-за укрытия. Кульбертинову хватило этого мига. Слава смелого Эвенка росла с каждым днем. Почти в каждом номере дивизионной газеты печатались заметки и статьи о подвигах и наградах Ивана Кульбертинова. За боевые подвиги снайпер награжден орденами Отечественной войны второй степени, за смелость, отвагу, решительность в боях на Карпатах. В районе села Яблунов уничтожил 3 офицеров и 7 солдат противника, пулеметный расчет 2 снайперов, сорвал контратаки противника. Отечественной войны первой степени за бой на подступах и взятие города Моравская Острава, в котором И.Н. Кульбертиновым уничтожено 2 станковых 2 ручных пулемета, 3 вражеских снайпера и до 20 вражеских солдат и офицеров. Слава мастеру точного выстрела, грозному истребителю фашистских захватчиков Ивану Кульбертинову. Однополчане с восхищением вспоминали, как на Моравско-Островском направлении Кульбертинов вышел победителем в 3 снайперских дуэлях с фашистскими асами. А еще прямыми попаданиями в горло сразил 1 штурмбанфюрера и 2 оберштурмбанфюреров. Пленные на допросе рассказывали, что им зачитывали специальный приказ Гитлера об уничтожении советского снайпера Ивана Кульбертинова. Прекрасно знали, что те же самые листовки, газеты фронтовые попадут к противнику. Пусть противник знает, что здесь работает знатный снайпер. Это противника подавит морально. Уже. А это уже частичная победа. Как-то командир дивизии сказал Кульбертинову: «О вас узнал сам Гитлер, теперь хочет забрать к себе, так что будем вас охранять». И выделил 2 автоматчиков. Он такой знаменитый такой снайпер, да, что его ночью возят, чтобы покушения на него не было. Потом задание выполнил, обратно пришел, и обратно его тоже ночью.
Вскоре за метким эвенком из Якутии, которого немцы прозвали «ночной совой», началась настоящая охота. «Герр Курберт, штык в землю! Не бойся, иди к нам!» разносилось на всю округу вторые сутки. Товарищи удивлялись стальной нервной системе Ивана. К тому моменту разведка уже сообщила, на этот участок фронта прибыли горные егеря из группы Waffen-СС. Так что не было сомнений, на советского снайпера открыта персональная охота. И теперь его пытаются вывести из равновесия, чтобы заставить совершить ошибку, дать обнаружить себя. Но гитлеровцы зря старались. Эвенк плохо понимал по-русски, так что, выбрав удобную позицию, спокойно наблюдал за сараем, который немцы использовали как склад. Вот подъехала повозка, из нее стали разгружать ящики. Иван осмотрелся через оптический прицел. Боеприпасы. Не торопясь, достал бронебойно-зажигательный патрон, дождался, пока разгрузят все ящики, и послал гостиниц. Прогремел взрыв, за ним второй, третий. Охотник, медленно отползая с позиции, довольно улыбнулся. «Вот вам северное сияние». Когда Иван уходил на фронт, то получил особое благословение. Специально для нашего фильма этот обряд воссоздал коллектив Государственного театра коренных малочисленных народов Севера «Гулун». Артисты использовали не просто реквизит, а подлинный шаманский бубен, символ Вселенной, который помогает эвенкам установить связь с духами. Это sonundan kaldım iba. Olaran kapsa itte düş. Иногда, говорит, вот лежу, говорит, да, а он в засаде, говорит, тут ворон, говорит, пролетает, вот этот кружится надо мной, да, и улетает. Вот я, говорит, чувствовал, что это мой дед, который меня оберегает. Благодаря, наверное, к этому я и вернулся с войны. С такой войны, говорит. 11 января 1944 года газета «Сталинское знамя 4-го Украинского фронта» писала: «Лучший снайпер нашего фронта гвардии старший сержант Кульбертинов отправил в могилу своего 232-го фрица». Кульбертинова командование берегло. Ему выделили роскошный американский бинокль, а еще назначили повышенную норму довольствия, которая включала мясо, зерновой хлеб со сливочным маслом и 100 граммов водки. Но Иван из-за такого особого отношения чувствовал себя не в своей тарелке. И нередко с разрешения командира ходил на охоту, чтобы свежей дичью дополнить меню однополчан. Как-то отправился за зайцем. Вдруг услышал шум машины. Из-за тумана было не разобрать, свои или чужие. Подбежал ближе. Немцы. Бросил гранату, но второпях забыл выдернуть чеку. Тогда выстрелил по кабине, и машина остановилась. Сидящие в кузове стали выпрыгивать и разбегаться. Кульбертинов по одному перестрелял около десятка. Когда заглянул в кузов, обнаружил полтуши коровы и ящики с вином. Трофеи доставили в бригаду. Когда командир поинтересовался, удалась ли охота, Иван удрученно развел руками. «Туман, ничего не видно». Кульбертинов также оказался прекрасным учителем, который не один десяток стрелков превратил в снайперов.
Волк всегда чувствует твой страх. Не поддавайся ему. Он твоя мишень, а не ты его. Наведи на цель. И отпусти все. Что? Не бойся. Не жалей. И вообще, забудь обо всем. Теперь между выдохом и вдохом стреляй. Один из лучших учеников Кульбертинова, Андрей Побережный, к концу войны довел счет в своей снайперской книжке до 50 гитлеровцев. Именно в паре с Побережным Иван чаще всего устраивал охоту на немцев с помощью приманки. Об этом писала дивизионная газета «За Родину». Славные патриоты нашей отчизны, знатный снайпер нашей армии, гвардии старшина Иван Кульбертинов и гвардии сержант Андрей Побережный возвращаются с очередного задания. Товарищ Кульбертинов рассказывает другу и ученику о том, как подкараулил и сразил 241-го гитлеровца. Как ни старался тот улизнуть, но твердая рука и меткий глаз снайпера сделали свое дело. Андрею Побережному тоже есть чем поделиться. В этот день он ликвидировал немецкого пулеметчика. Однажды ночью Кульбертинов с Побережным оборудовали засаду на нейтральной полосе. С рассветом начался артобстрел. Над ними свистели снаряды и мины. Под этот грохот Кульбертинов заметил, как открылась дверь немецкого блиндажа. Из нее вышел офицер и направился по траншее в тыл. Иван выстрелил, и немец упал в траншею. Через несколько минут из блиндажа показался еще один. Выстрел Побережного, и враг, словно поскользнувшись, тоже сваливается в траншею. «Уходим, быстро!» – скомандовал Кульбертинов. Через считанные минуты по месту, где недавно маскировались снайперы, нанесла огневой удар немецкая артиллерия. Будучи наставником молодых снайперов, Иван Николаевич часто упоминал в такую фразу, что не надо рубить топором там, где можно пройтись иголкой. То есть аккуратность для снайпера – это, наверное, первое дело. Тут любая мелочь имеет громадное значение. За годы войны Иван был трижды легко ранен. Снайпера 2 раза отправляли в госпиталь, но по дороге он убегал, возвращался в свою часть. «Я нужен здесь, на переднем крае». 13 мая 1945 года Иван Кульбертинов был представлен командованием к последней награде за уничтожение 252 солдат и офицеров противника, включая не менее 5 снайперов. Приказом от 20 мая 1945 года гвардии старшина был награжден орденом Отечественной войны первой степени. В наградном списке не хватало лишь звания Героя Советского Союза. Первое представление пропало в 1945 году. Как раз в этот момент, в общем, налетели 8 бомбардировщики Российской Германии и начали бомбить. Вот там тогда потеряли все документы, знамя дивизии потеряли. Вот все это дело. Ну, наверное, там тоже были погибшие и так далее. Все это потеряно было. Также невозможно документально подтвердить, сколько фашистов реально уничтожил легендарный стрелок из Якутии. Снайперские книжки были введены как раз где-то в середине 1942 года. И туда заносились, так сказать, успехи снайпера, который мог подтвердить хотя бы его командир. А существовало еще так называемое понятие «снайперский счет». То есть счет, который вел сам снайпер. Поэтому здесь разница могла быть достаточно серьезной. В последнем представлении к награде командование зафиксировало 252 ликвидированные цели. Но сам охотник был уверен, им повержено 487 противников. Этот человек действительно был, можно сказать, природой, что ли, создан как раз для того, чтобы соревноваться с теми, кто назвал себя громким именем снайпер. И Иван Николаевич остался жив. Он победил в этой войне. Значит, не нашлось такого снайпера, который бы не подтвердил эту аксиому. Иван Кульбертинов встретил победу в Праге.
После окончания войны восстанавливал этот город, который пострадал от американской бомбардировки. Домой в Алекминский район фронтовик возвращался в сентябре 1947 года. И тут случилось то самое, что предсказал когда-то шаман. Иван подскользнулся. Кульбертинов находился в предвкушении встречи с родными. Тяготы фронтового быта, смертельная опасность, казалось, остались далеко в прошлом. Карманы были полны денег. Иван не раскидывался денежным довольствием. Вся грудь в наградах. Поэтому, когда в Иркутске на вокзале встретил однополчан, охотно принял приглашение отметить встречу в ресторане. А там 2 подвыпивших офицера. «Ты, Чукча, чьи ордена нацепил? Покажи документы. Может, ты эти ордена с покойников снял?» Ну вот тут какой человек выдержит, да? Тем более с войны идет, у него психика сломана уже. И тем более у него есть пистолет. Именной. И вот этот пистолет вытаскивает и этого командира, который говорит, стреляет ему. Да ты вон всю войну снайпером прошел, вот почти 500 человек уничтожил, и не мог вот с 2 метров в этого попасть. Он говорит, а я хотел ее припугнуть, чтобы он больше такими словами не разбрасывался. Выстрел в офицера мог закончиться для Кульбертинова уголовным делом и реальным сроком. Но свидетели наперебой доказывали, что Кульбертинова обступили, толкали, пытались избить именно пострадавшие. К тому же дежурным в комендатуре, куда доставили участников драки, оказался фронтовик, который слышал о подвигах снайпера. У него все документы на награде есть, а на именной пистолет у него этого нету. Документов, которые. Пистолет они не отдали, а награды отдали. Он и на пояс опоздал, ему билет купили и отправили. Вернувшись в родную Тяню, Иван вновь занялся охотой. За одну зиму 1947-1948 годов добыл и сдал государству 900 белок. 24 тысячи беличьих шкурок добыл за свою жизнь Иван Кульбертинов, по-прежнему зорок старый охотник. В этом сезоне он уже сдал государству 550 голубых белок. За самоотверженный труд в мирное время и героический подвиг в годы войны в 1968 году Кульбертинов был награжден именным карабином с оптическим прицелом. Тогда же земляки обратились с ходатайством восстановить справедливость и присвоить легендарному снайперу звание Героя Советского Союза. Однако тут сыграл свою роль послевоенный инцидент в ресторане, и в присвоении высокого звания отказали. Кавалер Золотой Звезды должен быть безупречным. Кульбертинов жил скромно. Подарки, которые ему преподносили чиновники, раздаривал родственникам. Казалось, что-то его мучает, но что? Обида из-за недооцененности. Однако это было явно не в характере Ивана. Односельчане отмечали, что Иван Николаевич Кульбертинов любил уединяться. Еще отмечали сельчане, что там, где был Кульбертинов, на береге речки Тяня, она очень такая чистая, прозрачная река с берегом из такой гальки белой. Они находили, что Кульбертинов слаживал из этой гальки и танки, и пушки. Война этого человека не отпускала. Ивана Кульбертинова не стало 13 февраля 1993 года в возрасте 76 лет. Могила знаменитого снайпера находится в селе Тяня. Его имя увековечено в названии Тяньской 8-летней школы и одной из улиц районного центра Алекминск. Решили созвать народ. Народному герою народный памятник. И тут и мал, и дети, и пенсионеры, и взрослые, и предприятия начали направлять от 50 рублей, 200 рублей до 50-100 тысяч рублей. И так мы за короткое время собрали 1,5 миллиона рублей. Ну и
в конце концов в бюджете республики Саха-Якутия было предусмотрено 10 миллионов рублей. Таким образом, памятник у нас получился достойный его памяти, достойный его делам. К столетию легендарного снайпера концерном «Калашников» выпущена ограниченная серия карабина «Тигр». Интересно то, что сам охотничий карабин «Тигр» выполнен на основе снайперской винтовки Драгунова, которая была принята на вооружение именно для замены вот той самой снайперской винтовки, снайперской трехлинейки, с которой воевал Кульбертинов. Специальная военная операция дала и другой пример преемственности. Настоящей легендой на передовой стал снайпер с позывным «Якут». Известно, что он использует украинскую винтовку, добытую в качестве трофея, то есть в ходе дуэли. И любому понятно, чем закончилась эта дуэль. Так что история охотника из Таежной Республики продолжается в новом поколении. Легенда живет. В 1982 году на встрече однополчан бывший комиссар 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Демин на прощание подарил Кульбертинову пенал с непромокаемыми спичками. Ивенки считают огонь священным, а таежному человеку пожелать непотухающего огня значит пожелать долгой жизни. Пожелание сбылось, однако не принесло радости. Как-то знаменитый снайпер отправился на медведя. В самый напряженный момент охоты подскочило давление, случился инсульт. Иван Николаевич на 10 лет оказался прикован к постели. Однажды фронтовик поделился с сыном мыслями, которые, как оказалось, мучили его. «Я убил столько людей, у них были близкие, я сделал их несчастными. Наверное, из-за этого меня не берут туда». И поднял глаза к небу. Сын возразил: «Была война, эти враги напали на нашу страну. Если бы ты не убил их, они бы убили тебя и твоих товарищей». Взгляд отца прояснился. Казалось, ему стало легче от этих слов. Вскоре Ивана Кульбертинова не стало. Однако земляки уверены, дух легендарного Бусхаа, что в переводе значит «могучий», навсегда остался со своим народом.